Решение номер 1 заседания правления общественной организации «Самого-Кюсь. Объединенная сила. Город Якутск» от 26 июля 2018 года. Заслушав и обсудив информацию председателя правления общественной организации Иванова Дмитрия Дмитриевича об участии общественности на выборах главы Республики Саха 9 сентября 2018 года, отмечаем: в соответствии с статьей 3 Конституции Российской Федерации свободные выборы составляют основу конституционного строя Российской Федерации. Решением от 30 июня 2018 года Якутского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа» член партии Березкин Эрнст Борисович большинством голосов был выдвинут кандидатом на выборах главы Республики Саха. Однако Федеральный политический комитет, расположенный в городе Москва, в установленный законом срок от 6 июля 2018 года уклонился от принятия решения о согласовании решения регионального отделения о выдвижении кандидата и тем самым ограничил права гражданина Березкина Эрнста Борисовича на его выдвижение от политической партии. Статьей 34-37 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации гражданам Российской Федерации гарантировано непосредственное участие граждан на выборах в порядке самовыдвижения. Однако, вопреки нормы федерального закона в Республике Саха, гражданину Березкину Эрнсту Борисовичу отказано в участии на выборах в порядке самовыдвижения. Вопреки статье 241 КАС РФ в установленный законом пятидневный срок жалобу Березкина Эрнста Борисовича от 9 июля не рассмотрели и не разрешили спор. Таким образом, безальтернативным кандидатом на выборах остался в РИА главы Республики Саха Николаев Айсен Сергеевич, выдвинутый кандидатом Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», руководимый вопреки статьи 8, 10, 23 Федерального закона о политических партиях должностным лицом исполнительной ветви власти министром охраны природы Афанасьевым Сахамин Милановичем. Пункт 5.2 статьи 32 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации устанавливали: гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по собственному желанию или в связи с выражением ему недоверия законодательным, представительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами. Однако, вопреки запрета законов, бывший глава Республики Саха Борисов Егор Афанасьевич включен в список кандидатов в члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации для участия на выборах вместе с кандидатом на главу Республики Саха Николаевым Айсеном Сергеевичем. Общественности известно, что под руководством главы Борисова Егора Афанасьевича министр финансов Республики Саха Николаева Айсена Сергеевича, вопреки федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества, государственные акции ОАО «Якутуголь» проданы 5 октября 2007 года на сумму 39,9 миллиарда рублей иностранным компаниям Англии, Швейцарии, Кипра и вопреки статье 93.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации не зачислены в государственный бюджет республики.
В отсутствие решения законодательного представительного органа государственной власти республики 82% государственных акций ОАО «Якутгазпром» по своим запасам природного газа и газоконденсата, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства, в 2007 году проданы ООО «Славия». Страна происхождения Виргинские острова Британии, Англия, затем перепроданы ООО «Инвестор», имеющий регистрацию в городе Махачкала, Дагестан, и имеющего в учредителях одного гражданина в лице Завыядина Магомедова, находящегося в настоящее время под следствием. Республики Саха-Якутия за годы реализации целевой федеральной программы «Жилище» с 2002 года по 2014 годы выделено 27,8 миллиарда рублей. За счет указанных бюджетов в городе Якутска построен 121 многоквартирный дом. Однако, вопреки статье 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанные объекты капитального строительства не поставлены на баланс органов государственной и муниципальной власти города Якутска. Потому, вопреки праву граждан на бесплатную приватизацию, жилые помещения незаконно проданы через некоммерческие организации, строительные организации, и тем самым обманом втянули население республики в ипотечную банковскую кабалу. Кандидаты на главу Республики Саха от КПРФ: Губарев Виктор Николаевич, от ЛДПР Парахин Гаврил Павлович, от политической партии «Справедливая Россия» Богданов Владимир Николаевич, очевидно, являются членами политического корпоратива, заинтересованных в проведении безальтернативного выбора в пользу ВРИА главы Республики Саха Николаева Айсена Сергеевича. Статья 71 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации устанавливает: на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в избирательный бюллетень было включено более 2 зарегистрированных кандидатов, и ни один из них не был избран высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, назначается повторное голосование по 2 зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. Если законом предусмотрено проведение повторного голосования, а в бюллетень на общих выборах были включены 2 кандидата, и ни один из них не получил необходимое для избрания число голосов избирателей, соответствующая избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися. На основании изложенного решили: первое. Обратиться к населению Республики Саха, принять активное участие на выборах главы Республики Саха и выразить свое недоверие за систематическое нарушение норм Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Саха, прав, свобод и законных интересов граждан, коррупционные правонарушения в сфере финансов, кандидату на главу Республики Саха Николаеву Айсену Сергеевичу, выдвинутого от Всероссийской политической партии «Единая Россия», и другим кандидатам политического корпоратива Губареву Виктору Николаевичу, Парахину Гаврилу Павловичу, Богданову Владимиру Николаевичу. Недоверие избирателей указанным кандидатам возможно перечеркиванием избирательных бюллетеней. Если ни один из кандидатов не получит 50 плюс 1% голос от общей численности избирателей, участвовавших на выборах,
выборы будут признаны несостоявшимися. Будут назначены новые выборы в марте 2019 года в соответствии с статьей 71 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Настоящее решение общественной организации «Самого-Кюс» «Объединенная сила» опубликовать в средствах массовой информации, организовать коллективное обсуждение настоящего решения в общественных организациях, сходах населения. Председатель правления Иванов Дмитрий Дмитриевич, члены правления Седалищев Николай Иннокентьевич, Макаров Константин Семенович, Соловьев Семен Николаевич, Михайлова Екатерина Семеновна, Атласов Иван Михайлович, Попова Марина Петровна.